В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Стрельников. Это руководитель Центра реабилитации диких животных Пин и Пуф. И с ним мы поговорим о бешенстве, а точнее о бешеных животных, которые так или иначе забредают к нам в город. Дмитрий, я тебя приветствую. Добрый день. Ага, Дмитрий, ну хотелось бы начать, наверное, с того громкого случая, который произошел в Благовещенском районе. Рысь напала на девочку, проникла на территорию детского лагеря. Вообще, как такое получилось, откуда она взялась, собственно, и что там дальше произошло с ней? В общем-то, ничего там глобального такого не произошло. 7 числа вышла рысь на территории в Благовещенском районе пионерского лагеря Уфимский Сокол. Рыси там живут, то есть это нормально. Лагерь находится в лесном массиве, то есть выход нормальный, вполне возможно был. Другое дело, что рыси не выходят к людям, как правило. Нет такой необходимости. У рыси есть несколько недостатков. Первый недостаток: рысь не способна догонять долгое время. Она может только прыгать с деревьев, на что-то напасть и все. Вот, у нее очень маленькое сердце, и ей не хватает поддерживать темп. Поэтому они не бегают по открытой территории. Кстати, это очень странно вот в этой ситуации, почему рысь бегала по открытой территории. Она не может бегать. Ну, судя по видеозаписям, да? По видеозаписям, которые делали инспектора Министерства экологии, ситуация, мягко говоря, странноватая. Вот, 7 числа она вышла, проконтактировала с девочкой. Дальше, 8 числа уже, когда стало известно, что это все-таки была рысь, на место выехали инспектора Минэкологии, вызвали нас, мы приехали. И вот мы приехали на момент, когда она уже пала, то есть она уже в предсудорожном состоянии умирала. Мы в этом состоянии-то ее изъяли без использования там особых спецсредств, чего-то еще, мы ничего не кололи. Вот, вот история. То есть, было ли здесь чем-то из ряда вон выходящего? Нет. Вот это распиарилось. Это просто ситуация попала так в СМИ в таком формате. Ну, не каждый день рыси забредают в детские лагеря. В детские лагеря нет. Но то, что это могло быть, да, это могло быть. И, слава богу, не закончилось как бы плачевно. Да, тут по многим причинам ничего плохого не произошло. Во-первых, нужно понимать, что она была в неадекватном поведении, состоянии. Если бы она была в адекватном состоянии, это хищник, который нападает и бьет до последнего. Она не планировала добивать там ребенка, не дай бог, или что-то еще. Это сразу очевидно. Ребенок-то и не травмирован до такой степени. Поэтому байки про то, что она там разорвана или что-то еще, это все байка. Девочка буквально через сутки-двое пошла в школу на учебу. Это уже о многом говорит, я думаю. Вот. Вот. Извини, перебью, ты сказал, рысь была в неадекватном состоянии. Что это значит? Она была бешеная? Ну, смотрите, дикое животное нападает либо с целью защититься, либо с целью потребить какую-то, там, достать, с целью добывания еды себе, да, пропитания. А здесь она просто бегала по территории вот, явно неадекватная. Потому что когда инспектора Минэкологии, там инспектор находился, она просто добегает до него, кидается, разворачивается и убегает. То есть это очень странное поведение. Вот. И она хромала на заднюю лапу, один из признаков бешенства, потому что у них есть проблемы, начинаются проблемы с костной структурой. После того, как я тело уже изымал, смотрел, она была сухая. У нее были впалые глаза, то есть она была истощенная уже как таковое. Вот. Была пена изо рта, хотя это не признак бешенства, но один из костных, который распространен в интернете. Поэтому, ну, то есть, Госкомитет признал ее не бешеной, по крайней мере, из того, что сейчас есть пока что. Но тоже нужно понимать, что дальнейшее обследование происходит до сих пор. То есть сейчас там уже на мышах исследования, подтверждения и так далее. Это как-то до месяца занимает подобное исследование. Причину смерти рыси не установили. То есть вскрытие не проводили, только быстренько изъяли материал для исследования исключительно бешеный, не бешеный. В общем-то и все. Это не самый такой уникальный случай. Дмитрий, а скажи, пожалуйста, вообще вот что делать в таких случаях людям, детям, вообще всем, если, не дай бог, встретишь бешеное животное? И вообще, как понять, что оно бешеное? Оно как-то можно его никак. Охарактеризовать? Вообще никак. Вот просто возможности определить, животное бешеное на улице или не бешеное, невозможно. Единственный признак весомый – это изменение модели поведения. Но для этого надо животное знать. То есть бегает по улице собачка, которую вы знаете, раньше она была ласковой, теперь стала агрессивной. Или наоборот, раньше была агрессивной, стала ласковой. Изменение модели поведения. Все. Больше никаких визуальных признаков нету. Пена, взъерошенная шерсть, лысый хвост. Это все не признаки. Ну, вернее, косвенно, системно, там, в совокупности, да, но никак не признак. Поэтому визуально определить невозможно. Поэтому, если вы видите на улице дикое животное, исключите контакт с ним. Дмитрий, тебе ежедневно, едва ли, да, не ежедневно приходится сталкиваться с животными, в том числе и с бешеными. Вообще не страшно? И вы как-то себя защищаете хотя бы вот от контакта с ними? Одно дело, они могут укусить, а другое дело еще и ослюнявить же. Ну да, там вообще вирус бешенства передается не только прокусом, царапанием, в том числе и ослюнение. Любой способ передачи нужно понимать, что она может остаться на одежде, пусть недолго хранится, но сам факт.
Вот, поэтому какие средства защиты с нашей стороны? Во-первых, использование спецсредств. То есть мы заведомо понимая, на кого выходим. Дело не в бешеном, а в диком животном оно может напасть. Поэтому это одежда специфическая, амуниция специфическая. Вот. И плюс, когда производишь какие-то работы, как это любят говорить МЧСники, в первую очередь своя безопасность. Вот здесь сначала в первую очередь своя безопасность, потом уже безопасность животного, гуманное обращение. Достаточные ли это меры? Нет, недостаточные. Вот. Но, увы, ах, приходится с этим работать. Скажи, пожалуйста, а вообще животные, вот, ну, чаще бешеные, да, они выходят к людям, это в какой-то определенный период времени, там, возможно, под конец зимы, там, или как лисы, когда вот начинает теплеть? Я на собственном примере, вот в моем ЖК, где я проживаю, у нас вот каждую весну прям вот лисы прям идут в основном... Какой ЖК? ЖК Сосная. Ну там нормально, я в среднем 3-4 заявки вижу по ним. Ну вот мы выезжали. У нас просто... Но они у вас там живут. Ну да, они там у вас я бы сказал, некоторые жители просто уже начинают их прикармливать. Да, они у вас там живут, это я знаю, там... мы уже приезжали и сталкивались с конфликтом, когда мы приезжали отследить и изловить, и для того, чтобы вывести подальше, выпустить. Мы там получили негативчик от жителей, которые сказали, мы их кормим, не надо их трогать, они здесь живут. Вот. Ну это же неправильно, как бы, а лисы же тоже могут быть бешеные. Конечно, неправильно. Тут можно, конечно, отстаивать точку зрения зоозащитную и говорить, это же их дом, зачем мы им мешаем, давайте с ними сосуществовать. С другой стороны, приоритет человек, жизнь человека. Поэтому гуманность гуманностью, но рассматриваем в первую очередь возможные риски, исключаем возможные риски. Вот и все. По поводу какого-то сезонности, нету понятия сезонности. Вот. Надо понимать, что мы на протяжении года говорим о том, что дикие животные чаще начали выходить к людям. И вот результат, что кто-то из них может болеть бешенством. Вот и результат. То есть это не что-то новое, не что-то ноу-хау. А скажи, пожалуйста, вообще ситуация у нас в целом по региону как стабильная или с каждым годом животных все больше выходит к людям, животных больше бешеных становится или наоборот все-таки? Так, смотрите. Во-первых, это статистика не по республике, это статистика по России. Количество выходящих диких животных к людям увеличилось сильно. Увеличилось именно из-за того, что самих животных стало больше. Не потому, что там выкосили у них дом, там что-то мы уже это проходили, я у вас на передаче об этом рассказывал. Их просто стало больше. Вот они и выходят. Вот. И, соответственно, кто-то из них может болеть. Сколько из них больны бешенством? Мы же всех отловить, обследовать в теории даже не можем, это невозможно. Поэтому имеем то, что имеем. Это последствия не сегодня, не вчера, это последствия вот на протяжении нескольких лет результата деятельности нашей, вернее бездействий каких-то, либо недоделок каких-то. Людям как-то можно себя обезопасить, так чисто формально? Прививки, те же самые, как вот от гриппа. Вот, теперь по поводу обезопасить. Во-первых, вакцинация людей профилактической, она есть, она существует, но идет она ориентирована только на людей, которые в зоне риска. То есть непосредственно те, которые занимаются контактом с животными, те, которые, может, с выходом животных, они, соответственно, прививаются, получают сертификаты вакцинации. Насколько велик риск, вот скажи, пожалуйста, встретить больного бешенством животным сегодня, на сегодняшний день? В определенных районах Башкирии такая вероятность высокая. И опять-таки, не столь, во-первых, бешенство, во-вторых, сам факт дикого животного, оно же может с собой кучу других заболеваний нести. Это тоже не стоит исключать. Поэтому нужно понимать, что там, где вы живете, там исходите из ситуации по местам. То есть, если вот, как я уже сказал на передачу с утра, утренней в Уфе, если вы живете где-нибудь Теглино, Чешмы, Шакша, там, где рядом находится лесмассив, не удивляйтесь. Если вы в Нагаево живете, в Акбердино, не удивляйтесь. В Нагаево у меня зайцы по улице бегали. Я на переулке Задорной жил, у меня просто выхожу на улицу, у меня просто зайцы бегают. Я прошу прощения, а зайцы тоже могут болеть бешенством? Любое млекопитающее, теплокровное, соответственно. И те же самые косули, то есть могут быть переносчиками бешенства? Вполне. Как себя обезопасить? Вот что стоит делать при встрече с диким животным? Не контактировать, или наоборот, не контактировать. Наоборот, не стоит делать, надо не контактировать. Необходимо позвонить в 112, чтобы приехали специалисты, либо я, либо инспектора Министерства экологии, либо, если у нас сейчас профильную службу в Башкирии введут, то, соответственно, скорее всего, это будем мы, или там, я не знаю, как они это пытаются сделать. Вот, чтобы приехали и дали оценку. Если животное не вызывает
сомнений, его просто спугивают с места. Если животное вызывает сомнения, производится его отлов, карантинизация, и после карантина выясняется, соответственно, последствия. Ну, понятно, насчет контактировать с этим все более-менее ясно, да? А если животное ведет себя агрессивно, ну, пытается как-то, ну, вот как рысь та же самая, да? Только звонок 112, закрыться, спрятаться и позвонить 112. Все. И по возможности понимать, где она находится. Потому что когда приедет специалист, чтобы показать, а вон она за тем деревом. Чтобы не получилось так, что 90% случаев, когда приезжаем мы или приезжает Минэкологии, в 90% случаев мы не можем найти животное. Ну, потому что оно, может быть, потому что оно просто уже ушло, да? Ну да. И в завершении нашего разговора, да, Дмитрий, хотелось бы услышать, вот что посоветовал бы, что должен знать, грубо говоря, каждый телезритель при том случае, если вдруг встретит дикое животное, не дай бог, больное бешенством. Исключить контакт и позвонить 112. И если не приезжают, еще раз и еще раз звонить. Потому что в некоторых районах Башкирии заявка к нам не передается. После ситуации с рысью, наконец-таки, ЕДДС Благовещенский начали нам заявки передавать. Раньше с нами работал Уфа, Чешминский район, и все. И Уфимский район, соответственно, и все. Все остальные нет. Понятно. Ну, спасибо большое, Дмитрий, что пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях был руководитель Центра реабилитации диких животных Пинопуф Дмитрий Стрельников. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.